Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина и о картине дня. Сразу два ЧП с участием подростков произошли сегодня в республике. Одно из них закончилось трагедией. В Казани на улице Гвардейская под трамвай попала 11-летняя девочка. От полученных травм школьница скончалась на месте до приезда скорой. По факту ДТП начато расследование. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Несоблюдение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По предварительным данным, водитель трамвая совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход, девочка 11 лет, от полученных травм скончалась. Обстоятельства ДТП выясняются. Госавтоинспекция обращается ко всем родителям. Осуществляйте контроль за своими детьми и обязательно контролируйте, как они переходят дорогу. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В Набережных Челнах выясняют причину другого происшествия. Здесь произошел инцидент с ученицей. По версии прокуратуры, она выпрыгнула с 3-го этажа одной из городских школ. Чудом осталась жива. С травмами различной степени ее госпитализировали в БСМП. Несчастный случай произошел во время перемены. Весь день в школе работали надзорные органы, допрашивали учителей и одноклассников подростка. По предварительной версии, конфликта среди детей не было. По словам представителя прокуратуры, из окна шестиклассница решила прыгнуть на спор. Падение произошло на перемене. Дети после 4-го урока сходили на обед, вернулись в класс, готовились к учебному занятию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Работают, опрашивают педагогический состав, учащихся. Прокуратура города также начала проведение проверки по данному факту. В Татарстан пришла настоящая зима, хотя и без больших сугробов. Похолодало уже сегодня ночью, завтра будет еще морознее. На севере республики, в Варском и Мамадышском районах ночью температура опустится до минус 21. Днем в среднем по республике от 6-10 градусов мороза. Такая погода продержится всю неделю. На дорогах местами гололедица, так что берегите себя и одевайтесь по погоде. В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 227 новых случаев коронавируса. 58 человек госпитализированы, сообщает оперативный штаб. В России за сутки 32 136 новых случаев ковид. 1184 человека скончались. В нашей республике за сутки привились более 18 тысяч жителей. Российские мусульмане смогут совершить хадж. Границы в Саудовскую Аравию откроют с 1 января только для тех, кто вакцинирован 2 компонентами спутника ВИ. Решение о возобновлении паломничества было принято после посещения Рустамом Миннихановым королевства. Какие еще условия необходимо соблюсти паломникам, узнала Алия Харудинова. Здравствуйте. Я хотел узнать, а у вас есть вакцина спутник ВИ? Я бы хотел привиться. Предприниматель Ренат Абдульманов переболел коронавирусом летом. Новость, что разрешили хадж, стала решающей для вакцинации. За решениями саудовских властей он следил после поездки Рустама Минниханова. В первую очередь я обрадовался за самого президента, то, что он совершает умру. А во вторую очередь я обрадовался за то, что когда узнал новость о том, что он едет договариваться, для наших граждан большая очередь людей об этом мечтали, выстроились. Ждали эту новость, когда же все-таки им разрешат. И я думаю, что очень многие обрадовались и уже, наверное, собираются. Каждый год порядка 2000 татарстанцев совершают хадж. 2 года назад из-за пандемии 1500 мусульман остались купленными билетами и перед закрытыми границами. Тогда деньги им были полностью возвращены, а в конце ноября ситуацию с паломниками взял под свой личный контроль президент Рустам Минниханов. В конце ноября президент прибыл с рабочим визитом в королевство Саудовская Аравия. На встрече с заместителем министра по делам хаджа и умры он выразил уверенность, совместными договоренностями удастся организовать паломничество. Вакцина, которая делается в России, спутник ВИ, она эффективная, она хорошо работает, я могу это, но она Всемирной организацией здравоохранения пока еще не аттестована. Мы должны заранее договориться с принимающей стороной, с вами, господин замминистра, чтобы наши паломники с нашими российскими документами получили доступ пройти хадж.
Я принимаю ваше предложение. Мы рассмотрим эти предложения и примем соответствующие решения. Результат переговоров стал известен через 2 недели. Так газета «Сауди» со ссылкой на Минздрав королевства написала. Джидда, Министерство хаджа Саудовской Аравии, заявило, что институциональная гарантия больше не требуется для паломников, которые получили 2 дозы вакцины от COVID-19, одобренных в Саудовской Аравии. Полностью вакцинированные паломники могут сразу ехать в священный город Мекка и начать совершать обряды умра без необходимости институциональной гарантии, объяснил министр. Министр также подчеркнул, что период пребывания в королевстве для иностранных паломников увеличился до 30 дней. Есть уточнение. Привитые спутником ВИ паломники по прибытии в королевство должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест. Правила заработают с 1 января. Конечно, пока какой-то конкретной подтверждения этой информации нет. И что касается квоты на этот год, информации нет. Мы будем ждать дальнейшей информации. При Совете Федерации есть уполномоченный по делам хаджи. Он потом по официальным ФТИАТам распределяет квоту. В последние годы квота на Татарстан 1800 человек. По словам представителей Духовного управления мусульман, новость стала сенсационной. Уже поступает огромное количество звонков от желающих совершить паломничество. Алия Хайрудинова, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Большой ремонт на столичной улице Миховщиков стартовал без информирования населения. Начались обращения в мэрию. Сегодня глава города потребовал от чиновников исполкома объяснений. Цитата: «Вы чего перекладываете рельсы идущему поезду? Спохватились сейчас», отметил Ильсур Медшин. Напомним, улицу закрыли на ремонт 2 декабря и до конца 2022 года. Вместо 2 полос здесь будет 4. Работы на улице Миховщиков идут уже полным ходом. Сюда согнана техника, вырыты котлованы и укладываются коммуникации. Работы планируют завершить в конце октября 2022 года. А пока казанцам придется выбирать другие маршруты для передвижений по городу. Эта транспортная артерия – кратчайший путь от речного и автовокзалов до промышленных объектов Приволжского района. Она давно требовала не только расширения, но и полного обновления инженерных коммуникаций. Улица Миховщиков является участком, на котором планируется реконструкция Большого Казанского кольца, развитие Большого Казанского кольца. И в настоящее время выполнена проектно-сметная документация по его прокладке. Но когда проектанты делали проект, выявили, что под этой улицей лежат инженерные коммуникации, начиная с 1935 года постройки. В связи с этим было принято решение о полной замене коммуникаций для того, чтобы эта улица служила долго и не было провалов после ее реконструкции. Участок дороги закрыли 2 декабря и сразу на год. Но жители об этом узнали уже после начала работ. Пошли жалобы в исполком Казани и лично мэру. Вот вы на служебной машине сюда приехали, и все у вас нормально. Чего мне сидеть тут, бубнить тут целый час, маршруты рассказывать? Я понимаю, когда провал там на Чистопольской какой-нибудь. Сидите мне рассказывайте тут целый час. Риторическое замечание мэра осталось без ответа. Но от этого жителям Миховщиков легче не стало. Заранее что-то когда-то будет, конкретно не знаю. Мы думали, что надо будет пересаживаться где-то. Я не знала, что прям до сюда будет доезжать. Мы же об этом знали. Куда смотрел комитет по благоустройству, предупреждая, что они и первую школу отрежут и так далее. Куда смотрел комитет по транспорту? Это работа исполкома. В какие ворота? Вы чего перекладываете рельсы идущему поезду? Спохватились сейчас. Ильсур Медшин отметил, вопрос нужно было обсуждать с жителями заранее, а не просыпаться в декабре, когда уже ремонт улицы изменил маршруты автобусов. Так, 31-й будет курсировать от Икея до мехобъединения с разворотом на пересечении улиц Кызыл-Татарстан и Мажита-Гафури и обратно. А автобус 31А от Старого Победилова до остановки мехобъединения. Маршрут 31Б от нефтебазы до макаронной фабрики. Тагир Валиди, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Большие кадровые изменения произошли сегодня в структуре исполкома Нижнекамска. Назначены сразу 5 новых заместителей Рамиля Мулина. Первым заместителем руководителя стал Ренат Шакиров. Кадровые перестановки есть по направлениям экономического развития и поддержки предпринимательства, социальным вопросам, строительству, а также по инфраструктурному развитию. Управление образования возглавил Айдар Гарифуллин, директор 2-й гимназии Набережных Челнов. Сегодня в селе Старое Дрожжиное в преддверии Дня Героев Отечества открыли мемориальную доску в честь героя России Газинура Хайруллина. Знаменитый российский летчик родом из этого села. В 1996 году он в составе захваченного в Афганистане в плен экипажа сбежал на своем же самолете. Этот подвиг сродни тому, что совершил Михаил Девятаев.
В этой школе учился Газинур Хайруллин, а сегодня здесь в честь него появилась мемориальная доска. Открытие приурочили к юбилею единственного в районе Героя России. Он сегодня приехал на родину. В этом году Газинуру Грузьяновичу исполнилось 60 лет, юбилейная дата. И мы договорились, что вот в этом году мы открываем мемориальную доску, посвященную нашему герою. Хотели назвать школу в его честь, но он сказал, пока нет, рано. Ассоциация подвига, которую совершил экипаж Ил-76, это подвиг героя Советского Союза Михаила Девятаева. В 1995 году Газинур Хайруллин был вторым пилотом самолета Ил-76. В Афганистане лайнер захватили талибы. Экипаж попал в плен почти на год. В августе 1996-го удалось обмануть охрану аэродрома и осуществить план побега. Под видом техосмотра летчики запустили свой самолет и на нем вернулись на родину. За свой подвиг экипаж получил госнаграды, а те события позже были экранизированы. В деревенское воспитание уж такое спартанское. Родители были строго всегда, как везде уж в крестьянских семьях, таких сельских. Они строго относятся к своим детям. То есть физическое воспитание постоянно. И учиться надо было хорошо, и у нас и физически, то есть работать постоянно по хозяйству. Как говорят школьники, впечатлила встреча с Газинуром Хайруллиным. Многие герои России увидели впервые. Конечно, это прям толкает на какой-то подвиг. И это чувство патриотизма, оно как бы толкает меня пойти в армию. По его словам, очень хотелось бы пойти. Мы рассматриваем после армии, после школы поступить в летное училище. Есть такое желание. То, что Газинур Грузьянович учился в нашей школе, уже нас как-то вдохновляет. И мы очень гордимся этим и хотим стать таким же героем, как и он. Сегодня дрожжиновцы почтили всех своих земляков-героев. В районе их 17. Это кавалеры Ордена Славы и обладатели Золотой звезды Героя СССР и России. Торжественные мероприятия в честь героев Отечества пройдут и по всей республике 9 декабря. Дмитрий Аринин, Адель Мендубаев, ТНВ, Дрожжиновский район. На 95-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, бывший первый секретарь Высокогорского райкома КПСС Абдрахим Муртазин. Под его руководством развивалась социально-культурная сфера, промышленность, активно строились объекты сельхозназначения. Свои соболезнования родным и близким Абдрахима Муртазиновича выразили Рустам Миниханов, Ментимир Шаймиев, Фарид Мухаммедшин, Алексей Песошин, Азгат Сафаров и другие официальные лица. Отметили юбилей со вкусом. В этом году благотворительный фонд «Акбарс Созидание» отмечает 15-летие. По этому случаю провели большую встречу с партнерами и благополучателями. За эти годы на реализацию социально значимых проектов фондом привлечено около 2,5 миллиардов рублей. Гостей встречают танцами и национальными блюдами. Их готовили ребята из социальных учреждений республики. Этот гастрономический тур организован фондом «Акбарс Созидание» в рамках Года родных языков и народного единства. Все для поддержки детей с ограниченными физическими возможностями и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый из нас на своем месте может небольшими шажками внести лепту для того, чтобы мир стал чуть-чуть добрее, для того, чтобы дети наши были счастливые и для того, чтобы качество жизни наших детей улучшалось каждым днем. На встрече руководство фонда рассказало о результатах ключевых проектов. Они были направлены на достижение целей устойчивого развития, принятых ООН до 2030 года. Наша республика может по праву гордиться фондом «Акбарс Созидание», потому что это не только источник света и добра, но и вот этих уникальных технологий благотворительности, которые соответствуют высочайшим международным стандартам. Какой же праздник без подарков? Их получили ребята, которые, несмотря на жизненные трудности, сумели реализовать свои таланты и мечты. Они же поделились секретом своего успеха. Когда-то я терпел все боли, все трудности, и сейчас я со спокойной душой могу говорить, что я добился чего-то в жизни. Цель проекта фонда – создание условий для коррекции социального поведения детей, формирование гражданской и лидерской позиции, мотивации к получению новых знаний, чтобы в будущем состояться как самодостаточная личность. Светлана Звонарева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
В эти минуты в Казани идет гала-концерт Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». Больше 2500 заявок со всей России. 113 финалистов сегодня в Казани. Они выступают со звездами российской эстрады. Это Игорь Крутой, Дима Билан, Олег Газманов, Анжелика Варум, Ваня Дмитриенко. Концерт проходит в «Пирамиде». Этот проект, который, я уверен, не будет оставлять равнодушных и взрослых, и детей. И для этих наших маленьких ребят, которые в чем-то оказались в жизни обделены, исполнение мечты, наверное, самое главное, что есть в их жизни и для их родителей. Огромное спасибо, конечно, Игорю Яковлевичу, который успевает обратить внимание на очень многие вещи. Вот. И я колоссально рад видеть ваш край, снова быть здесь, и снова быть в Казани, и снова быть полезным. Знаете, когда египетские боги встречали души усопших и думали, куда они попадут, в рай или в ад, было только два вопроса. Получил ли ты радость в жизни или принесла ли твоя жизнь радость кому-то на земле? Так вот, в этом смысле очень удобно заниматься благотворительностью. Я получаю от этого радость и приношу радость другим людям, особенно детям. Я думаю, что это мероприятие пройдет феерично. Мне хочется в это верить, и я на это очень надеюсь. Лина, добрый вечер. Мы сейчас наслаждаемся этим самым концертом в «Пирамиде». Участников много, они со всей страны. Большинство участников и из Татарстана. Но сейчас я хочу вам предложить послушать участников из Красноярска, что значит для них этот фестиваль. Ведь они сегодня выступают на сцене вместе с Димой Биланом. Это вообще изначально за гранью мечтаний было. Я вообще не мечтал об этом. Ну, там, на сцену выйти, это уже в гала попасть, это уже такой большой шаг. А чтобы уже со звездой выйти на сцену, и такой опыт еще. Мы на эмоциях были, вот когда узнали. На сцене ребята с ограниченными возможностями и дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И для них сегодня прекрасная возможность поделиться своим талантом с миром на большой сцене. Ведь они выступают со звездами российской эстрады. И фестиваль сам зародился у нас в Казани еще в 2017 году, но сегодня он уже всероссийский. И несмотря на это, по традиции главный концерт проходит здесь, у нас в столице. За эти годы фестиваль стал по-настоящему одним из самых масштабных благотворительных мероприятий страны. И вот за все эти годы приняло участие уже больше 5000 человек, детей, талантливых ребят. На этом у меня все. Лина, тебе слово. Мы продолжаем оставаться здесь и следить за концертом, но с тобой прощаемся. Спасибо, Вероника. Это была Вероника Ганудинова с гала-концерта фестиваля «Добрая волна». Это не спорт. Мы не должны поднимать планку каждый год на 10 сантиметров. Почему на фестивале «Үзгаряш-Жиле» без перемен, читайте в интернет-газете «Реальное время». А у нас на этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте и Инстаграм. До встречи! Радость праздника в каждом сердце. Открываем счастью дверцы. Базы отдыха компании «Татнефть». Для Нового года все у нас есть. А еще вокруг красивая природа, вкусная еда и комфортные условия. Любимый праздник отмечаем вместе. Бронирование по телефону в Альметьевске 386-398. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан». Кастинг 12 декабря. Приглашаются девушки от 14 до 23 лет. Регистрация по телефону 29 010 29. Возрастное ограничение 12+. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. Платить за газ – это быстро и удобно, легко и надежно. И каждый может выбрать свой способ оплаты. Воспользоваться порталом госуслуг Республики Татарстан. Не дожидаясь получения по почте, сформировать квитанцию в личном кабинете на сайте ООО «Газпром Трансгаз Казань» и оплатить ее.
в личном кабинете или мобильном приложении вашего банка, через почтовое отделение или платежный терминал. Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но Банкрот-центр поможет списать долги, защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Здравствуйте! Холодный атмосферный фронт понизил температуру в республике, особенно это заметно в ночные часы. Об этом чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца декабря. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным Яндекс.Погоды, в предстоящие сутки в Бугульме, Вавлах, Азнакаево будет облачно. Буквально вчера было не по сезону тепло, но во вторник в тыловой части циклона температура заметно понизится. Особенно это будет заметно в ночные часы. Холодно в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Дневная температура минус 14. Синоптики обещают снег, а к вечеру метель. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше еще холоднее. Тут ночная температура опустится до минус 23. Одевайтесь теплее. В Арске, в Кукмаре, Балтаси ночью мороз, а днем температура постепенно повысится. К вечеру ожидается усиление осадков и ветра. В Болгаре, Држаном, Буинске будет теплее. Тут ночью минус 10, а днем 6 мороза. Небольшой снег днем, а вечером сильный. Холодный атмосферный фронт заметно понизил температуру и в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше. Ночью минус 18, а днем 10 градусов ниже нуля. Ожидается снег, местами метели. И еще одна полезная информация. Гиделикс, капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. О погоде в столице. В Казани ожидается облачная погода, снег к вечеру усилится. Ночью минус 13, днем минус 8, а к вечеру уже 6 мороза. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление выше нормы, влажность воздуха 76%. Магнитное поле Земли спокойное. И еще одна полезная информация. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. В аптеках Farmland с 20 по 30 декабря 2021 года скидка 20%. Это вся информация к данной минуте. Всего доброго и до свидания.